И последний вопрос из основного блока вопросов. Вопрос от Апсатана Рюказа. Есть ли у тебя какая-нибудь труднодостижимая мечта или цель? И как ты обычно добиваешься своих целей? Ну, мечта, она всегда труднодостижима. Если она есть, она как бы просто мечта и мечта, да? Мечты есть, но я привык довольствоваться, в принципе, тем, что у меня есть, в пределах разумного. Наверное, человек не должен судорожно пытаться достичь чего-то, что, опять же, да, будет его как-то олицетворять в глазах других и по жизни как однобоко развитого какого-то, да, стремящегося конкретно к чему-то. Если это, конечно, не религия. Хотя слово «религия» тоже мне не совсем нравится. Как она ужимает совсем. Ладно, не будем отвлекаться. Не знаю, мечта есть. Есть мечты. Не одна мечта, есть мечты. А вот есть ли такая вот, ну, мечта, главная мечта? Да, но она неосуществима. Я поэтому промолчу. Промолчишь. Хорошо. И мне хотелось бы задать один такой вопрос. А вот у тебя действительно очень хороший голос, Теннис. Не собираешься ли ты в дальнейшем вот выходить на большую эстраду? На большую российскую эстраду? Ведь мне кажется, что все для этого у тебя есть, в принципе. Ну, конечно, есть трудности. Есть люди на эстраде, у которых, в принципе, ничего для этого нет, да, с одной стороны. Да. Но и как бы не нужно, не совсем правильно будет говорить, у тебя все для этого есть, ты должен быть там, да? Ну, это мое мнение, да. Просто были, когда я приехал в Москву, да, были цели там посмотреть, но я после того, как окунулся, наверное, я понял, что не совсем в той стране родился, как бы, да, вот с этими своими там, как ты сказал, все данные, да. Наверное, мои вкусы и потребности не оправдаются, я уже понял это на российской эстраде. Я знаю, что это важно для тех людей, которые близкие для меня, которые за меня переживают, они хотели бы видеть меня на экране. Потому как я не приеду домой, часто слышу вопрос, там, когда мы тебя увидим по телевизору, да? Ну как мне ответить, что там, ну и что? Ну выступил я на телевидении, да? И это все вопрос денег просто, в принципе. Да. Если нашлись деньги, средства, чтобы оплатить трансляции и все остальное. Вот это, как бороться с этим безобразием, которое вот сейчас творится на нашей эстраде? Вот ты как профессионал в своем деле, что ты можешь сказать по этому поводу? Ну, я тоже задавался этим вопросом. Если пытаться бороться с этим делом, это же не секундное явление. Конечно. Это как-то все не то что спланировано, но это получилось не само по себе, а это вытекающие последствия из вообще образа, да, из российского мышления и там всего остального. Как бы, есть многие люди согласны, все продюсеры, те, которые работают на телевидении, все согласны с этим, в принципе. Все понимают, да, но ничего не могут сделать, потому что нужно, если дернуть за один рычаг, нужно будет много рычагов двигать и много находить себе сторонников, там, вплоть до там, в других там. Ну, если у нас, грубо говоря, не работает структура правоохранительных органов, да, у нас не будет работать и шоу-бизнес. Потому что все абсолютно в одной цепи. Теннис, а было ли у тебя вот такое вот состояние души, когда вот, да пропади оно все пропадом, да, все, не хочу, надо отсюда валить, к черту это все, надоело. Было? Пару раз в жизни было, и я абсолютно намерен был, допустим, там, как ты сказал, пропади все пропадом и валить, да, но как-то есть, наверное, какие-то определенные силы, которые удерживают все на местах. Я не знаю. Но пару раз было, да, хотелось. По отношению, вот, ты имеешь в виду, да, к стране? Это относится, да, к стране, ко всему, но это относится, опять же, к горячности, да. Да, конечно. Если мы будем покинуть тонущую лодку одно, да, грубо говоря, а если, допустим, там в этой лодке не ты один, а еще спасать других приходится, да, грубо говоря, ты ответственен за всех. И просто забежать, следующий вопрос, да, и просто забежать, это как бы что тебя остановило, да, перед самим собой было бы мне, наверное, стыдно. Просто из-за этого.
Спасибо тебе большое, Теннис, за то, что ты Тебе спасибо. отвечал на наши вопросы. Они такие, я тебе скажу, не очень легкие. Итак, мы заканчиваем основной блок вопросов и переходим плавно к опроснику Марселя Пруста. И перед тем, как мы перейдем к опроснику Марселя Пруста, мы... Это ты меня неделю целую пугал этим. Просто. Да, мы переходим, то есть мы прервемся на короткую паузу. Питьевая минеральная вода Эльбрусья. Источник бодрости и долголетия. Итак, мы возвращаемся к нашим вопросам, нашему блиц-опросу, опросник Марселя Пруста. Ты знаешь, что на эти вопросы нужно отвечать как можно коротко, лаконично, но развернуто. Я постараюсь. Но я не отличаюсь краткословием и лаконичностью, честно говоря. Попробуем. Какие добродетели ты ценишь больше всего? Ну, наверное, я вот как сказал уже, богобоязненность, как бы... Этого достаточно, богобоязненность. Ну, не Можно совсем. ответить одним словом, да. Вот, какие добродетели ты ценишь больше всего? Это, наверное, даже самое главное. Ну да, наверное. Твоя главная черта? Ну, не знаю, плюс это или минус. Иногда это плюс, иногда минус, но мягкость. Где тебе хотелось бы жить? Там, где живу. Каким пороком ты чувствуешь наибольшее снисхождение? К чужим или своим? К чужим или к своим? Как тебе? Ну, с снисхождением, ну, к порокам я снисходительно не могу относиться. Ни к своим, ни к чужим. Но, наверное, самые такие простые, такие... Да все же написано, зачем у меня спрашивать? Все есть в Коране, все описано. Более-менее простые, такие, за которые, наверное, за которые не влекут за собой серьезных последствий, так скажем. Твои любимые герои в реальной жизни? Герои в реальной жизни. Или герои? Нет, я не настолько зациклен на каких-то конкретных вещах. Герои, ну это, наверное, режиссеры, которые сняли какие-то вот эпические, да, картины. Ну, конкретно нет одного человека. Ну, Конкретно нет, я его просто уважаю. Есть лица в истории, да, которые достойны уважения просто. что ты больше всего ценишь в твоих друзьях? Раньше я ответил бы верность, но сейчас как бы я понимаю, что это зависит от меня, скорее всего. Просто то, что они есть, больше мне ничего от друзей не нужно, в принципе. Что является твоим главным недостатком? Нерешительность, наверное. Чего ты больше всего боишься? Быть непонятым в глазах близких мне людей. В каких случаях ты лжешь? Когда разыгрываю кого-нибудь. Что ты считаешь самым большим несчастьем? Прожить свою жизнь бесцельно. Что ты считаешь самым большим счастьем? Отсутствие горя. Что больше всего ты ненавидишь? Ну, ложь. Ложь. Ложь, да. Способность, которой ты хотел бы обладать? Ну, как я уже сказал, прощать все, всем, всегда. И твой девиз? Чистые помыслы, добрые дела, с некоторых пор. Спасибо большое. Это был Теннис Габаев в эфире программы «Персона Эль». Спасибо большое, что ты пришел. Хорошо, Сахал, спасибо тебе. С вами был Даниэль Кайгермазов в программе «Персона Эль». До свидания, до новых встреч.